Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер в студии для вас работает Асан Беблаев. Сегодня в нашем выпуске. В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялась встреча общественных деятелей, педагогов, старейшин, политиков и депутата Госдумы Российской Федерации Руслана Бальбека. Встречу организовал президент университета Февзи Якубов для обсуждения закона об упрощенном принятии гражданства. Как прошла встреча, знает наш корреспондент Сутания Ситакаева. Инициатор встречи, президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов отметил, что принятие закона – очень важное событие для крымских татар. При Украине наши представители в течение 20 лет не приняли такой закон. А сегодня наш депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек в течение 6 месяцев принял закон. Теперь наша задача – донести это всем нашим родственникам, близким. Руслан Бальбек, в свою очередь, подчеркнул, что принятие законопроекта стало возможным при государственной поддержке, а также поблагодарил всех участников круглого стола за их вклад в развитие нашего народа. Победу, то есть, может быть, первую после появления указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов умножить на многие другие долгожданные нормативно-правовые акты, которые позволят крымским татарам реализовать весь комплекс мер, направленный на реабилитацию, для того, чтобы восстановить те потери, которые были понесены в период незаконной депортации. Самая важная норма в данном законе – нет необходимости получать подтверждение о выходе из гражданства Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, там, где человек проживал и имел гражданство. Общественный деятель Азиз Абдуллаев подчеркнул важность сегодняшней встречи. Он считает, что сегодня создана площадка для национального единения и предложил проводить регулярные встречи с представителями крымско-татарского народа для обсуждения и решения проблем. Обсуждение – это и есть первая наша национальная площадка, где мы все вместе собрались. И вот на этой площадке мы должны объединить ценные, приближать к себе и говорить как титульные, а все остальные рассматривать и продвигать вперед. Крымский татарский народ никогда не отрекался друг от друга и не искал врагов среди своего народа. Вот эта площадка будет наша фундаментальная, и мы ее объединим. Встреча прошла в форме беседы. Высказывая свое мнение, каждый спикер подчеркнул значимость данного законопроекта, а также предложил решение к некоторым социальным проблемам. Благодарю от всех крымчан, от крымских татар, что все-таки мы добились того, что мы хотели. Конечно, это же и большая заслуга каждого из нас, кто здесь сидит, каждого крымского татарина. В дальнейшем еще много очень проблем. Это справки о реабилитации, это топонимка и много, десятки проблем для полного объема реабилитации нашего народа и достижения указа президента. И больше того, я скажу, есть закон о репрессированных народах, который мы должны все-таки воплотить в жизнь. Важность законопроекта также подчеркнул председатель общественной организации Крым-Барлига Сейтумер Ниметуллаев. Он отметил, что для крымских татар подписание президентом Российской Федерации данного закона ускорит получение гражданства. Огромное спасибо, Руслан Исмаилович, вам и всей команде, которая есть, и президенту. Вот сегодня апрель месяц, 21-го будет ровно 3 года, как издали указ о реабилитации. Да, вот правильно было сказано, эти законы для того, чтобы дальше мы его пополняли. Муфтий мусульман Крыма, подводя итоги встречи, отметил, что важно быть едиными во всем и в вере, и в стремлениях помочь народу. Объединившись при государственной поддержке, можно ускорить решение актуальных проблем для крымских татар. Наши проблемы будут решаться, но это все связано с нами. Мы должны быть едиными. Нужно работать, стремиться на родине. Другого пути нет. Участник круглого стола Рустем Ниметуллаев выступил с инициативой написать письмо с благодарностью президенту Российской Федерации и главе Республики Крым, отметив их особую заслугу в принятии законопроекта в столь короткий срок. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов рассказал, что письмо будет подписано участниками круглого стола и общественными деятелями. Принято решение от имени всех общественных организаций обратиться к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину со словами благодарности от имени крымских татар за, в первую очередь, конечно, принятие указа о реабилитации репрессированных народов и, во-вторых, за принятие закона
который сегодня позволяет получить гражданство Российской Федерации тем многочисленным семьям, которые долгое время не могли получить виды на жительство, регистрацию на проживание. Вот сегодня, благодаря принятию Госдумой закона, эта процедура упрощена, и сегодня те семьи, которые определенными сложностями сталкивались в жизни здесь, в Крыму, и не могли иметь бесплатное медицинское обслуживание, не могли получать полноценное образование, страховку и так далее. То есть получают весь социальный пакет, ну и в ближайшее время, конечно, уже получат паспорта граждан Российской Федерации. Сегодняшняя встреча, организованная президентом КИПУ Февзи Якубовичем, показала, что это необходимая площадка для освещения и поиска путей решения важных вопросов для крымско-татарского народа. Султания Еситакаева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Испанская делегация политиков и бизнесменов прибыла с визитом в Крым. В делегацию вошли президент Национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Альтамирано и федеральный координатор Национальной партии Андалузии Сальвадор Гарсия Урбано. Председатель крымского отделения организации «Опора России» Сергей Лапенко заявил, что делегация уже в Крыму. Предполагается, что она пробудет здесь с 10 по 15 апреля. За это время пройдет целый ряд встреч с крымскими бизнесменами, в том числе представителями крымского отделения «Опора России», заявил Лапенко. Для всех реабилитированных и их потомков наступил долгожданный день. Депутаты Госдумы приняли закон об упрощенном получении гражданства для реабилитированных. После долгих лет ожидания тысячи наших соотечественников смогут вернуться на родину и получить гражданство Российской Федерации, а значит реализовать свои права как полноценные граждане страны. Наша съемочная группа побывала в поселке Советское, где пообщалась с местными жителями. Внимание и чуткость российского правительства, председателя Государственной Думы, депутатов парламента позволили принять закон об упрощенном принятии гражданства для реабилитированных. 5 апреля для наших соотечественников стал историческим днем. Ведь спустя долгие годы незаконно депортированные со своей земли в 1944 году смогут вернуться на родину и получить гражданство Российской Федерации. Слезы радости, слова благодарности, улыбку и безмерное счастье удалось увидеть нам в глазах этих людей. Семья Ваитовых переехала в Крым в 2015 году. Получили разрешение на временное проживание, теперь подали документы на получение вида на жительство. 6 aydan sonra verecek ekenler vit na жительство. Гражданство сразу бермейлер. Через полгода дадут, оказывается, вид на жительство. Гражданство сразу не дают. На работу тоже не берут. Слава Всевышнему, приняли закон. Большая нам помощь. Это очень хорошо. Здоровья им. У меня есть еще дочери за границей. Надеюсь, благодаря этому закону они смогут приехать и получить гражданство. Хочу огромную благодарность выразить президенту Владимиру Путину и депутату Руслану Бальбеку. Семья Ваитовых большая, в одном доме проживает 3 семьи. Пока никто из них не получил гражданство Российской Федерации, из-за чего им приходится сталкиваться с большими трудностями, в том числе и материальными. Принятие закона об упрощенном получении гражданства для этой семьи стало долгожданным событием. Хочу поблагодарить нашего президента Владимира Ильича Путина и Руслана Бальбек. Гражданство сейчас получим, у нас будет все полегче, еще легче будет. Получим кое-какие даже медицинские страховки, СНИЛСы. А то очень тяжело насчет этого у нас. В больницу не можем пройти, да. Даже вот эти вот просто элементарные вещи никак не получается. Семья Абдулаевых из села Ильичево также не может получить гражданство. На родину переехали в 2014 году. Есть справка о реабилитации, получили вид на жительство. Но из-за отсутствия гражданства не могут официально трудоустроиться. У нас самые основные проблемы – это гражданство. Гражданство. Без гражданства мы никто. На работу не берут. Работаем там у кого-то в магазине, работаем за 200 рублей, за 100 рублей, работаем целый день. Теперь у нас какая-то надежда есть. Вот это вот получить гражданство, и дети где-то будут работать, нам будет легче. Вот мать тоже хочет приехать, сестра тоже хочет приехать. Я ей говорю, пока не приезжай насчет гражданства, насчет вот это трудно. Выезд надо делать или что, теперь, наверное, уже все хорошо будет. Родители Ирина и Дилявер Абдулаевы очень переживают за своих детей, которые также не имеют гражданства. Однако признаются, теперь есть уверенность в завтрашнем дне. По телевизору, когда узнали, мы обрадовались. Спасибо, конечно, что рассмотрели они вот это вот, чтобы татарам дали гражданство. И вот это Руслан Балбеку, что он
постарался. Мы как граждане теперь будем, не как граждане иностранцы, также нас считают. А теперь будем гражданами Российской Федерации. Напомним, в третьем чтении в Государственной Думе Российской Федерации был принят закон об упрощенном получении российского гражданства, соавтором которого является Руслан Бальбек. Документ направлен на создание преференций при получении вида на жительство для граждан, которые сами либо их родственники, бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. Алимия Кайбулаева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. В преддверии третьей годовщины Дня Конституции Республики Крым в Крымском парламенте прошло торжественное заседание Президиума Госсовета Республики Крым. Обращаясь к присутствующим, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов охарактеризовал это событие как день торжества законности и правопорядка и высказал пожелание, чтобы именно так его воспринимали все крымчане. Отдельно глава высшего законодательного органа государственной власти Республики Крым остановился на взаимодействии между ветвями республиканской власти, которую в период нахождения Крыма в составе Украины пытались использовать против самих же жителей республики. В начале президиума глава парламента республики с уверенностью отметил, что залог устойчивости нашей политической системы – это основной крымский закон, четко разграничивающий компетенции каждого республиканского органа. На сегодняшний день нет повода для конфликта. Ахиллесовой пятой крымского политикума украинского периода Владимир Константинов назвал межэтнический, в частности, крымско-татарский фактор, который власти Киева пытались использовать для достижения своих целей. Сейчас, как известно, сама жизнь вышвырнула межлисовских авантюристов на обочину той столбовой дороги, которая открылась перед крымско-татарским народом после возвращения в Россию. В свое светлое будущее крымские татары идут без них. Немалую роль в оздоровлении межэтнических отношений сыграли положения действующего основного закона республики, в котором мы вернули гарантии свободного и равноправного развития национальных языков, культуру, уважительное отношение к согражданам, независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. По убеждению главы парламента республики, нынешняя Крымская конституция юридически закрепляет уникальный опыт добрососедства, который крымчане разных национальностей выработали за сотни лет совместного проживания на территории полуострова. Кроме того, Владимир Константинов выразил уверенность, что основной закон Республики Крым обязательно будет совершенствоваться. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Конституции Республики Крым Владимир Константинов вручил заслуженные награды крымчанам. Сабрия Халиляева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Этой весной ряды вооруженных сил России пополнят более 2000 крымчан. Призывники будут нести воинскую службу на территории полуострова. А вот добровольцы смогут отдать долг Отечеству на материке. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции на тему «Весенний призыв-2017», особенности проведения и организации весеннего призыва, а также о критериях набора на контрактную службу. Подробнее в сюжете Айши Шелаковой. Впервые крымчане смогут проходить воинскую службу на материке. Ими будут комплектоваться только элитные подразделения воздушно-десантных войск Российской Федерации. Генеральный штаб и штаб военного округа пошли навстречу Крыму, чтобы не отправлять большое количество призывников с полуострова на воинскую службу в другие регионы России. У нас на материк поедут только те, кто изъявил желание служить в воздушно-десантных войсках. То есть это самые продвинутые наши парни крымчане, поэтому их немного. Остальные все будут служить на территории Республики Крым. Вот. Где-то в пределах 20 человек у нас только убывает на материк. За 3 года Крыма в составе Российской Федерации около 3000 человек были призваны в ряды вооруженных сил, 10% из которых крымские татары. А с одной из воинских частей Севастополя даже было достигнуто специальное соглашение. Бахчисарайский район вместе с органами исполнительной власти, военного управления заключил договор с этой частью, вместе с Республикой Татарстан осуществляет вот такие дружеские связи, шефские связи. И мы сегодня граждан, призываемые из Бахчисарайского района, точечно направляем в эту часть Севастополя. Я думаю, что это хорошее такое начинание. И будем продолжать и дальше. Для крымских мусульман в российской армии создаются все необходимые условия для соблюдения религиозных обычаев. Для отправления естественных надобностей на сборном пути предусмотрены отдельные помещения, соответствующие, понимая национальные традиции, особенности. Раз. Второе. У нас выделено помещение для того, чтобы люди могли
производить намаз. Так? В ходе пресс-конференции представители военных комиссариатов ответили на требования Киева прекратить призыв крымчан в вооруженные силы России. Украинским властям давно пора понять, что Крым является неотъемлемой частью России и живет по ее законам, подчеркнул Вадим Мишалкин. Призывники с большим удовольствием идут служить в ряды вооруженных сил России. Условия службы в российской армии значительно отличаются от тех, которые сегодня существуют на Украине. Солдаты полностью обеспечены вещевым, продовольственным и денежным довольствием и в основной массе проходят службу в Крыму. Для нашего субъекта действует максимум привилегий. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. 10 апреля отмечается День крымско-татарской журналистики. В 2011 году на конференции крымско-татарских СМИ, которая состоялась в Бахчисарае, был назначен день, когда у крымских татар, журналистов, появилась возможность отметить свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. Она совпадает с изданием первой в истории крымско-татарской газеты «Терджима», основателем и издателем которой был великий просветитель крымско-татарского народа Исмаил Гаспринский, получивший известность и признание среди всего мусульманского населения Российской империи. Подробности в сюжете Софии Шукуровой. Именно 10 апреля 1883 года в свет вышел первый номер газеты «Терджиман». На страницах газеты освещалась политическая, экономическая и культурная сфера. Газета являлась своеобразным рупором идей, координатором действий в общественной жизни мусульман Российской империи. Она максимально объективно отражала политические события, волновавшие тюркско-мусульманские народы в начале 20 века. И для Бахчисарая, и для Крыма в целом, я думаю, и для России это достаточно значимая была типография, и Исмаил Гаспринский, несомненно, очень много сделал для развития культуры, для образования мусульман. В Крыму активно развивается телеканал «Милет». Более 100 молодых ребят оперативно работают над созданием различных передач на родном языке. Новости готовят молодые журналисты с активной жизненной позицией. Корреспондент, ведущая информационной программы «Хаберлер» телеканала «Милет» Алиме Кайбулаева признается, с детства мечтала быть журналистом. К осуществлению мечты шла уверенными шагами, закончила факультет журналистики Крымского федерального университета. С целью достойно развивать национальные СМИ Алиме поступает на факультет крымско-татарской и восточной филологии. Признается, журналистика стала неотъемлемой частью ее жизни. Я всегда хотела быть полезной для нашего народа, и после открытия телеканала «Милет» у меня появилось большое желание работать именно здесь. Главная наша задача – это, конечно же, оперативно и достоверно информировать зрителей о произошедших событиях. Наша команда «Хаберлер» работает ежедневно, выезжает на съемки и освещает жизнь крымско-татарского народа. Знаменательным событием для крымско-татарского народа стало открытие первого и единственного в Российской Федерации крымско-татарского радио «Ватан Седасы». На радио работает около 10 человек. Мы в течение 24 часов обеспечиваем наших слушателей различными рубриками на родном языке. Для водителя это радость за рулем своего автомобиля слушать национальную музыку. Мы работаем для народа. Стоит отметить, что мы первое и единственное крымско-татарское радио в Российской Федерации. Это наша гордость. Также на крымско-татарском языке выходят периодические издания, в их числе газеты, журналы. Работу изданий контролирует медиацентр Исмаила Гаспринского. В медиацентр имени Гаспринского на сегодня входят 3 крымско-татарских издания периодических. Это «Яны Дунья», «Йылдыз» и «Мираба». Издания работают, развиваются, получают государственную поддержку. У нас происходят изменения к лучшему. Вот, например, газета «Мираба» еще в прошлом году она была черно-белой, в этом году это уже цветная газета. Тоже такие же положительные изменения и в журнале «Йылдыз». Хотим обрадовать наших читателей, что уже с следующего номера этот журнал будет цветным, полноцветным. Яны Дунья будет открыт музей крымско-татарской печати. Я надеюсь, что крымско-татарские издания будут действительно расти и профессионально, и качественно. На базе медиацентра успешно работает редакция газеты «Мираба». Приятно то, что молодое поколение, будучи свидетелями настоящих событий, стараются объективно освещать те или иные события и информировать население Крыма. Эмиль Иннанов, художник по образованию, но из-за большого желания стать журналистом устроился в газету «Мираба». Теперь он знакомит читателей с малоизученными фактами и историями из жизни интересных людей. Мне интересна культура нашего народа, освещать события, произошедшие с нашим народом. Вот. Ну, например, мы рассказываем про крымско-татарских наших художников,
про какие-то события, которые происходили в Крыму. Информацию жители Крыма получают и через пресс-службы. Журналист с большим опытом Зера Мирсуин работает в Духовном управлении мусульман Крыма. Она регулярно информирует о всех событиях, происходящих в муфтияте. Более 15 лет я проработала на радиостанции ведущей. Тогда как-то не было такого конкретно, что журналист, радиоведущая. Ну, а затем уже началась именно журналистская работа. Это была пресс-служба Рескомитета по транспорту и связи. Затем телеканал был, где я работала в новостях. Это была очень интересная работа. Это был такой серьезный этап моей жизни. Ко дню крымско-татарской журналистики телеканал «Миллет» запустил флешмоб в социальных сетях. Суть заключается в том, чтобы рассказать как можно больше о крымско-татарских журналистах. Каждый желающий может принять участие, а также передать эстафету своим друзьям. Хочу пожелать своим коллегам и всем, кто занимается крымско-татарской журналистикой, вдохновения. Наша задача правдиво освещать события. Желаю коллегам успеха в работе. София Шукурова, Асан Зевадинов, телеканал «Миллет». В Сакском районе на территории центральной мечети проводится народная стройка «Хашар», направленная на подготовку площади для постройки дополнительного помещения. Уже вторую неделю подряд местные активисты вместе с членами мусульманской общины Яны Джами собираются на территории мечети. Там побывала и наша съемочная группа. На территории центральной мечети Сакского района каждую субботу проводятся работы, нацеленные на постройку помещений, в котором в дальнейшем будут проводиться ифтары. Президент региональной общественной организации общества крымских татар «Инкишаф» Эскендер Белялов отмечает, что раньше для проведения ифтара во время месяца Рамадан устанавливали палатки, но сейчас будут строить специальное помещение, в котором будут проводиться не только ифтары, но и другие религиозные собрания. В данном помещении будем проводить праздники, молебны, особенно если летом в мечети будет жарко, будем проводить ифтары. Как мы видим, молодежь приходит, помогает, поддерживает. В скором времени при помощи друг друга, я думаю, мы закончим стройку. Местные жители активно принимают участие в проводящихся субботниках, отмечает депутат Сакского городского совета Эльвис Аблаев. Совместно будем добиваться того результативного эффекта, который хотим достичь, построить на этой площадке хорошее помещение для проведения ифтаров, чтобы это уже было на долгие годы, навсегда. И в то же время помогала нам проводить ифтары в любую погоду. По словам заместителя главы администрации Сакского района Шерифа Усманова, количество мусульман, соблюдающих пост во время священного месяца Рамадана, возрастает. И в связи с этим возникла необходимость построить такое сооружение, которое вместит в себя как можно больше людей. Также Шериф Усманов отметил важность строительства данного объекта и рассказал о дальнейших планах. У нас большая территория, более 3 гектаров земли, и на этой территории расположена мечеть, здание медресе, где обучаются и проживают наши дети, спортивная площадка. В будущем мы планируем парковку организовать, значит, зоны отдыха, беседки, лавочки, озеленение территории, благоустройство. Поскольку в нашей вере наш пророк говорил, что чистота – это половина веры, то мусульмане сегодня должны содержать свои территории в чистоте, свои дома. Дом Аллаха, который стоит за моей спиной. Вот, и наша задача сегодня благоустроить территорию, сделать ее красивой, опрятной, уютной, чтобы люди приходили, молились, обучались. Здесь у нас проходят и никахи, и джаназе намазы, и другие различные мероприятия, сухбеты. И это данное здание будет сооружение именно служить для того, чтобы проводить вот различные религиозные мусульманские мероприятия. Имам Сакского района Мисфер Ситаров рассказал, что стройка началась в прошлую субботу. Следующие действия обсуждались с местными жителями уже после пятничного намаза. Каждый год мы ставили палатки, но теперь мы планируем построить помещение для проведения различных религиозных собраний, в том числе и никях. Хотелось бы поблагодарить всех присутствующих. Председатель религиозной общины города Саки и Сакского района Ситасан Асанов отмечает, на Хашар собирается немало молодежи, все дружно работают на благо общей цели. Общество приходит на помощь, и все, что они делают, это милостыня, это благое. От Аллаха же вернется все в 5-кратном размере. У каждого свои дела, но по возможности люди все же приходят. Все вместе дружно работаем. Сейджилил Аблаев сегодня также пришел поддержать инициативу и поучаствовать на народной стройке. Услышал от отца, что сегодня вот проводится общее собрание джамата Исак Исакского района, поэтому сегодня решили прийти, помочь, и надеемся, что в дальнейшем тоже будем приходить, помогать в мечети.
Строительство данного объекта планируют завершить к следующему году. Размер помещения будет составлять 21 на 17 метров. Помимо главного зала, данный объект будет включать в себя кухню и кладовую комнату. Ферида Халикова, Асан Зивадинов, телеканал «Милет». В Ялте прошел турнир первенства по боксу среди юношей 14-15 лет при поддержке Федерации бокса Крыма, Федерации бокса города Ялты и спортивного клуба имени Амитхана Султана. Победители примут участие в чемпионате Крыма, который будет проходить с 13 по 15 апреля в городе Алушта. Юные боксеры приняли участие в турнире первенства города Ялта по боксу. По словам организаторов, бокс объединяет молодежь. Ведь качественную технико-тактическую подготовку можно показать только в напряженной игре. Мы проводим в Ялте первенство города Ялты среди ребят 2003-2004 годов рождения. Те, кто ребята здесь займут первые места, они себе завоевывают путевку на участие в первенстве Республики Крым. Совместно с Федерацией бокса Крыма и Федерацией города Ялты и с Федерацией со спортивным клубом Амитхан Султан мы посовещались и решили провести этот чемпионат для того, чтобы выявить лучших, которые будут участвовать на чемпионате Крыма, который будет проходить с 13 по 15 апреля в городе Алушта. За первые места соревновались 5 пар. Каждая из них показала интересный бой. Все участники боролись с достойными соперниками в своей весовой категории, а победителями стали сильнейшие. Один из них – подопечный тренера зала бокса имени Амитхан Султана Иван Чемцов. Я перед боем чувствовал небольшое волнение, как и все, наверное, бойцы, но как начался бой, я сразу взялся в руки и начал работать, и увидел, как он начал пропускать, и сразу же воспользовался этим и завершил бой досрочно. Для боксера на ринге главное, если ты попал, добивать и не идти назад. Как отметили гости турнира, у ялтинцев большая боксерская история, и у местных спортсменов есть все предпосылки стать известными и успешными. Сегодня вот то событие, которое происходит, конечно, не только в Ялте, вообще в разных городах Крыма, показывает, что спорт развивается. И для молодежи нет никаких преград, для спорта нет никаких преград. Поэтому наши спортсмены, конечно, будут выходить на арены российских первенств. И уверен, что и в том числе ялтинские боксеры, конечно, выйдут на международный уровень и будут занимать призовые места. Турнир прошел в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард». Одни набрались опыта, другие получили достойный отпор. А общим решением судей победу отдали 5 боксерам. Диляра Шевкетова, Айдем Исмаилов, телеканал «Милет». Крым зажгут новые крымско-татарские звезды. В Бахчисарае эффектно стартовал первый, самый главный вокальный телепроект Крымского полуострова «Милет Йылдызы», что в переводе означает «национальная звезда». Организатором выступил общественный крымско-татарский телеканал «Милет». Какие исполнители смогли понравиться жюри и исполнить на самом высоком уровне композицию, знает Сабрия Халиляева. В первом туре грандиозного телепроекта приняли участие все желающие. Основное условие – спеть на родном языке и удивить строгое жюри. Продемонстрировать свой талант пришли как взрослые, так и дети. Однако пройти во второй тур телепроекта посчастливилось лишь 7 конкурсантам. Среди них вокалист ансамбля «Эбедиет» Мустафа Алиев. Мустафа исполнил песню «Амитхан». Мустафа с детства занимается музыкой, считая, что в крымско-татарских песнях отражена вся культура нашего народа. Я считаю, что это некий толчок для нашей культуры, для нашей музыки. Я считаю, что это хорошая возможность показать наших вокалистов, которых очень много и очень много талантливых. А вот 30-летний житель села Брянска Ришат Эдемов поразил жюри своим обаянием и исполнением народных песен «Бах-Гузелем» и «Бахчисарай Кызлары». Я хочу, чтобы крымско-татарская музыка шла только вперед, и чтобы мы все знали свой родной язык, чтобы пели, старые песни не забывали, и чтобы новые хиты выпускались неоднозначно. Я за крымский татарский народ. Милет Йылдызы дарит возможность увидеть радость и слезы, ведь не каждый из конкурсантов смог пройти дальше. Нигина Сидыкова исполнила музыкальные композиции на нескольких языках, однако оказалась в числе тех, кто испытает свою судьбу уже в следующем сезоне талант-шоу. Для меня это, несомненно,
огромный опыт. Я почувствовала всю вот эту атмосферу конкурса, то, что строгие жюри, и все так организовано. Мне это очень понравилось. И критика, которую я выслушала сегодня, она мне, безусловно, чем-то, скорее всего, поможет. Я буду работать над собой. Чтобы пройти в полуфинал, участники продемонстрировали свои вокальные способности. Были исполнены народные и современные крымско-татарские песни. По итогам голосования в следующий тур прошли 7 человек. Заслуженные артисты Крыма Диливер Османов и Эльмира Налбантова, а также лауреат множества крымских и международных фестивалей «Гузель». Именно они вошли в состав жюри песенного талант-шоу. Сегодня пришло достаточно хорошее, большое количество вокалистов, очень все талантливые. Мы отобрали, на свой взгляд, лучших, так скажем. Но это только на наш взгляд, которых, многих, конечно, мы взяли с таким вот авансом небольшим, в надежде на то, что они раскроют свой потенциал. Могу сказать, что, конечно, хочется услышать еще лучших исполнителей. И думаю, что этот конкурс «Миллет Йылдызы» поможет нам зажечь новую звездочку, новую звезду крымско-татарской музыки. Я как член жюри участвовал в этом конкурсе и отбирал наших самых талантливых детей, чтобы они в будущем представляли нашу культуру, нашу национальную культуру, музыку, и шли по вот этой национальной культурной линии. Как сообщил организатор телепроекта «Миллет Йылдызы», генеральный директор телеканала «Миллет» Тиран Мамбетов, следующий кастинг вокального проекта пройдет уже в эту субботу в городе Евпатория. Цель конкурса – найти талантливых людей из глубинок нашего полуострова и вывести их на большую сцену. Первый проект мы записали в городе Бахчисарае, и вот со временем будем уже объездить все уголки Крыма. С июля месяца наши телезрители увидят уже дневники этого проекта, а с сентября месяца уже пойдут программы. Телеканал «Миллет» приглашает всех желающих от мала до велика принять участие в следующих кастингах телепроекта «Миллет Йылдызы». Финал конкурса состоится в ноябре. Победители телепроекта «Миллет Йылдызы» получат главный приз – 100 тысяч рублей, съемку клипа и ротацию на радиостанции «Ватан Седасы». Приходи, участвуй, побеждай. Будь в списке самых известных людей полуострова. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». 14 апреля юристы Госкомнадзора проведут юридическую консультацию в городе Симферополе по адресу улица Самокша, 30, кабинет 33. Начало в 10 часов. Телефон для справок +7 978 841 07 15. Также завтра в 11:00 в Крымском инженерно-педагогическом университете состоится вечер памяти, приуроченный 80-летию Ролана Кадыева, ветерана национального движения, ученого-физика. А это были все новости на сегодня. Если вы пропустили наши выпуски, вы можете найти их на нашем сайте trkmillet.ru, либо в нашей группе Facebook. Не переключайте телеканал «Миллет». До новых встреч в эфире.